Турки-уйгуры, проживающие в Турции, пытаются выплатить долг верности. Под руководством Международной ассоциации Восточного Туркестана группа уйгуров, проживающих в Турции, в качестве добровольцев продолжает работу по оказанию помощи в зоне землетрясения. Ассоциация культуры и семьи Нузугум Восточного Туркестана и фонд Хира из уйгурских неправительственных организаций начали шить одежду для нужд населения в пострадавших от стихийного бедствия районах Турции. Они приготовят женскую зимнюю одежду, одеяла и носки. Сообщалось, что вечером 8 февраля второй Восточно-Туркестанский поисково-спасательный отряд в составе 65 человек выехал из Стамбула с продовольствием и гуманитарной помощью. Последние годы Китай пытается скрыть геноцид, совершенный в Восточном Туркестане, от международного сообщества с помощью ложной пропаганды и придает большое значение политике террора, такой как настойчивая китаизация ислама и приведение ислама в соответствии с социалистическим обществом. Департамент труда Объединенного фонда Уйгурского автономного района провел национальное рабочее совещание 4 февраля 2023 года. На встрече подчеркивалось, что в Восточном Туркестане якобы настаивают на китаизации ислама. Фонд Всемирного уйгурского Курултая призвал уйгурских турок сдавать кровь в центры Красного полумесяца или связанные с ними медицинские учреждения в качестве поддержки пострадавшим в результате землетрясения. После публикации текста обращения президент фонда Абдурашид Абдулхамид отправился в центр крови Кызыл-Ай, расположенный в Якапе, Стамбул, и сдал кровь. Также турки-уйгуры, укрывшиеся в Канаде, как сообщается, начали кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения. Они призывают уйгуров и других турок, проживающих в этой стране, принять участие в благотворительной компании, начатой под руководством Халяль Фуд Компани под названием Дастур Молл, который владеет уйгурский турок из Восточного Туркестана, проживающий в Оттаве. Хотя политическая напряженность между США и Китаем продолжает расти, объем торговли оказался рекордным. По данным Министерства торговли США, товарооборот между двумя крупнейшими экономиками мира в 2022 году достиг 690 миллиардов 600 миллионов долларов. Импорт товаров из Китая в США составил 536 миллиардов 700 миллионов долларов, что является самым высоким показателем после 2018 года. В свою очередь, экспорт товаров из США в азиатскую страну достиг рекордных 153 миллиардов 800 миллионов долларов. Увеличение торгового дефицита США с Китаем до 382 миллиардов 900 миллионов долларов стало вторым по величине показателем в истории. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для России было бы довольно опасно выиграть войну в Украине, подчеркнув, что Китай может напасть на Тайвань, извлекая уроки из российского опыта. Находясь в столице США, Вашингтоне, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.